Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Продолжаем тему личные окончания. Сегодня мы с вами рассмотрим примеры присоединения личных окончаний к прилагательному. Личные окончания те же, что и присоединяясь к существительному и местоимению. Итак, сегодня у нас 9 урок, 9 сабақ, жіктік жалғау личные окончания, сын есім имя прилагательное, жекеше түрі единственное число, сұрақтары қандаймын, қандайсың, қандайсыз, вопросы я какой, ты какой, вы какой или вы какая. И вот дается формула. На мониторе даны формула личных окончаний, прилагательные, к которым подведем местоимение с окончаниями, иначе говоря, проспрягаем прилагательные. Давайте уберем шторки и начнем. Начнем, как всегда, с третьего лица. Итак, ол икемді. Окончание не нужно. Ол мазасыз. Ол ашық. Второе лицо вежливой формы. Сіз икемді, сіз. Сіз ашықсыз. Сіз мазасызсыз. Второе лицо. Простая форма. Сен икемдісің. Сен ашықсың. Сен мазасызсың. Первое лицо. Мен икемдімін. Мен ашықпын. Мен мазасызбын. Итак, давайте переведем наши предложения. Мен икемдімін. Я гибкий или гибкая. Сен икемдісің. Ты гибкий или гибкая. Сіз икемдісіз. Вы гибкая или вы гибкий. Ол икемді, он, она гибкий. Вот, опять-таки, нету категории рода, поэтому можно перевести как в женском роде, так и в мужском роде. Мен ашықпын, я открытый. Я открытая. Сен ашықсың, ты открытый, ты открытая. Сіз ашықсыз, вы открытый, вы открытая. Ол ашық, он открытый, она открытая. Мен мазасызбын. Я беспокойный, я беспокойная. Ты беспокойный, ты беспокойная. Вы беспокойны, вы беспокойная. Он, она беспокойный или беспокойная. Давайте рассмотрим отрицательную форму данной грамматической категории. Итак, болымсыз түрі отрицательная форма. Вот дается формула. Здесь слова, и мы должны будем присоединять местоимения с окончаниями. Итак, как всегда, сначала поставим в отрицательной форме. Чтобы сделать эти слова в отрицательной форме, достаточно подставить слова «емес». Получается «не гибкий». И сюда тоже. Ашық емес, не открытый. Вот это отрицательная форма. Теперь присоединяем местоимение с окончаниями. Начинаем, как всегда, с третьего лица, потому что в третьем лице нету никаких окончаний. Очень легко. Просто вставляем гол и получается предложение. Второе лицо вежливой формы. Сіз. Сіз икемді, емес сіз. Как только мы произносим «сіз», автоматически выскакивают окончания. Поэтому в объяснении материала мы выбрали такой метод, когда и местоимение, и окончание появляются одновременно. И это легко откладывается в памяти. Сіз ашық емессіз. Сен икемді емессің. Сен ашық емессің. Мен икемді емеспін.
Мен ашық емеспін. Итак, давайте переведем то, что мы видим на экране. Мен икемді емеспін. Я не гибкий или не гибкая. Сен икемді емессің. Ты не гибкий или ты не гибкая. Сіз икемді емессіз. Вы не гибкий, вы не гибкая. Ол икемді емес, он не гибкий, она не гибкая. Мен ашық емеспін. Я не открытый, я не открытая. Сен ашық емессің. Ты не открытый, ты не открытая. Сіз ашық емессіз. Вы не открытый, вы не открытая. Ол ашық емес, он не открытый, она не открытая. Көпше түрі, множественное число, от формула, от окончания личные, зеленым цветом даны окончания множественного числа. И вот наши слова, к которым мы будем присоединять и местоимение, и окончание одновременно. Итак, давайте уберем шторку. И, как всегда, начнем с третьего лица. Олар қуанышты, олар ашық, олар мазасыз. Никакого окончания не нужно. Очень легко запомнить. Следующее это вежливая форма, второе лицо. Сіздер қуаныштысыздар. Сіздер ашықсыздар. Сіздер мазасызсыздар. Второе лицо, простая форма. Сендер қуаныштысыңдар. Сендер ашықсыңдар. Сендер мазасызсыңдар. Первое лицо. Біз қуаныштымыз. Біз ашықпыз. И біз мазасызбыз. Итак, давайте переведем наше предложение. Біз қуаныштымыз, мы рады. Сендер қуаныштысыңдар, вы рады. Простая форма ты. Сіздер қуаныштысыздар, вы рады. Вежливая форма вы. Олар қуанышты, они рады. Біз ашықпыз, мы открытые. Сендер ашықсыңдар, вы открытые. Простая форма ты. Сіздер ашықсыздар, вы открытые. Вежливая форма вы. Олар ашық, они открытые. Біз мазасызбыз, мы беспокойные. Сендер мазасызсыңдар, вы беспокойные. Простая форма ты. Сіздер мазасызсыздар, вы беспокойные. Олар мазасыз, они беспокойные. Болымсыз көпше түрі отрицательная форма множественного числа. От формула, от личное окончание, от окончания множественного числа. Тут даны слова, как всегда. Мы сначала поставим их в отрицательной форме. Для этого достаточно поднести к ним емес. Отрицательную частицу емес. На русский язык перевести это будет не. Вот они заготовки. Теперь мы подставляем сюда местоимение с окончаниями. Начинаем с третьего лица. Итак, олар қиқар емес. Олар тұйық емес. Вторая вежливая форма. Сіздер қиқар емессіздер. Сіздер тұйық емессіздер. Сендер қиқар емессіңдер. Сендер тұйық емессіңдер. Біз қиқар емеспіз. И біз тұйық емеспіз. Итак, давайте переведем наше предложение. Біз қиқар емеспіз. Мы не упрямые. Сендер қиқар емессіңдер. Вы не упрямые. Простая форма ты. Сіздер қиқар емессіздер. Вы не упрямые. Вежливая форма вы. Они не упрямые. Біз тұйық емеспіз. Мы не закрытые.
Сендер тұйық емессіңдер. Вы не закрытые, простая форма ты. Сіздер тұйық емессіздер. Вы не закрытые, вежливая форма вы. Олар тұйық емес, они не закрытые. Давайте рассмотрим примеры, как всегда. Мысалдар, примеры. Балам, сабағыңды істедің бе? Я, анашым, бәрін істедім. Сен сондай ақылдысың, балам. Сынок, ты уроки сделал? Да, мамочка, все сделал. Ты такой умный, сыночек мой. Мұғалім оқушыларға: балалар, қазір сендер сурет саласыңдар. Оқушылар сурет салды, мұғалімге көрсетті. Керемет, өте әдемі суреттер. Балалар, сендер қабілеттісіңдер. Мен өте қуаныштымын. Учитель ученикам: ребята, сейчас вы будете рисовать. Ученики нарисовали, показали учителю. Прекрасно, очень красивые картинки. Дети, вы такие способные, я очень рада. Итак, сегодня мы рассмотрели примеры присоединения личных окончаний к прилагательному как в единственном, так и во множественном числе. В третьем лице окончания не добавляются, а в остальных лицах окончания добавляются в обязательном порядке, а также рассмотрели примеры употребления данной грамматики в диалогах.